Главные новости четверга в эфире телеканала «Милет». Информационная программа «Хаберлер», в студии Нариман Тарсинова. Здравствуйте. Прямо сейчас команда наших корреспондентов расскажет о самых интересных новостях этого дня. Рейд на городских рынках Симферополя. Семья Аметовых из Первомайского района срочно нуждается в помощи. Вечер чествования для учителей и преподавателей. Одна восьмая финала Кубка Крымского футбольного союза состоялась в Бахчисарае. Прямо сейчас о всех этих событиях и не только расскажут корреспонденты службы новостей. Президент Российской Федерации Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обменялись мнениями по актуальным вопросам развития российско-турецкого сотрудничества. В ходе телефонного разговора лидеры стран обсудили восстановление торгово-экономических связей, а также реализацию проектов «Акую» и «Турецкий поток». 10 октября Владимир Путин и Тайип Эрдоган встретятся лично в Стамбуле, где пройдет Всемирный энергетический конгресс. Глава республики Сергей Аксенов уходит в первый с момента вступления в должность отпуск. Исполнять его обязанности 6 по 12 октября будет вице-премьер Олег Казурин. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства Крыма. Свой первый отпуск Сергей Аксенов намерен провести в Крыму. Круглый стол для редакторов средств массовой информации и представителей некоммерческих организаций состоялся сегодня в Симферополе. Благотворительный фонд «Добра мира. Волонтеры Крыма» выступил с инициативой собрать за одним столом представителей общественности и СМИ, дабы найти пути взаимодействия и наладить партнерские отношения. Благотворительный фонд волонтеров Крыма выступил с инициативой собрать за одним столом представителей общественности и СМИ. Цель встречи – поиск оптимальной стратегии взаимодействия и налаживания партнерских отношений. Участники встречи могли задать свои вопросы в формате свободного общения. Заместитель председателя Совета министров Республики Крым, министр внутренней политики, информации и связи Республики Крым Дмитрий Полонский отметил, что очень важно правильно выстроить взаимоотношения между общественностью и СМИ, а также совместить организационную часть с частью информационного освещения. Если нужна помощь какая-то с нашей стороны, нам очень важно совместить здесь организационную часть с частью информационного освещения. Советуйтесь в плане проведения организации мероприятий вот с Сергеем Геннадьевичем, с нашим управлением внутренней политики. Мы имеем информацию со всего Крыма, где что происходит. Тоже вы должны не забывать. Все хотят, допустим, в Симферополе провести мероприятие, это хорошо. Но у нас ведь есть весь Крым, и мы освещаем события вообще из каждого уголка нашей республики. Поэтому не обязательно всем набиваться в Симферополе. Можно что-то провести в других городах там, и регионах, разнообразить тем самым повестку дня этого региона, да, и добавить еще маленькие СМИ, региональные, которые там работают, ну не знаю, там в Ялте, допустим, в какой-то, может быть в Красноперекопске, там, в Джанкое или в Керчи. Поэтому с точки зрения планирования обращайтесь. У нас есть вообще свод, мы понимаем, что происходит в республике, с достаточно большим интервалом. И мы можем, вплоть до того, что даже вам подсказать, что хорошее мероприятие, не обязательно его к какой-то дате относить. Давайте просто мы его сместим по срокам, сделаем чуть раньше, чуть позже, что-то мы как-то его подкорректируем, это даст вам возможность и провести его, и привлечь максимальное внимание, и коллегам дать возможность на него среагировать. Встреча прошла при поддержке Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым. Асан Абибулаев, Асан Зевадинов, телеканал «Милет». Вопрос введения визового режима с Россией вызвал горячую дискуссию в Верховной Раде Украины. Крупнейшая фракция Верховной Рады Украины блока Петра Порошенко не будет голосовать за постановление о рекомендации Кабинету министров отменить безвизовый режим с Российской Федерацией, заявил заместитель главы фракции Алексей Гончаренко. По его словам, Министерство иностранных дел Украины считает, что отмена безвизового режима – неправильный шаг. Кроме того, в России находится большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным. В правительстве России обсудили сегодня законопроект о расширении свободной экономической зоны Крыма и Севастополя на территориальное море. Законопроект предлагает включить в состав территории свободной экономической зоны внутренние морские воды и территориальное море России вдоль прибрежной линии Крымского полуострова. Эта мера призвана привлечь дополнительные инвестиции в регион.
Юридическим лицам, а также иностранным гражданам и лицам без гражданства, которым предоставлены земельные участки республиканской собственности на праве постоянного пользования, необходимо до 1 января 2017 года переоформить права на такие земельные участки на праве аренды или приобрести земельные участки в собственность. В случае, если земельный участок не может находиться в собственности иностранных граждан, лиц без гражданства и иностранных юридических лиц и предоставлен таким лицам на праве постоянного пользования, указанные лица обязаны переоформить право постоянного пользования на право аренды. Право аренды земельных участков, возникшее до вступления в силу Федерального конституционного закона, соответствует праву аренды, которое предусмотрено законодательством Российской Федерации. При этом стороны по договору аренду или залога земельных участков и иных объектов недвижимости, стороны по договору об установлении сервитута, заключившие такие договора до вступления в силу федерального закона, обязаны внести изменения в соответствующие договора, если не истек срок действий таких договоров. Сотрудники администрации Симферополя провели рейд на рынках города. В ходе мероприятия проверили документацию для того, чтобы выявить тех, кто не имеет основания осуществлять торговую деятельность. О результативности проведенных проверок расскажет Сабрия Халиляева. С самого утра сотрудники департамента административно-технического контроля уже совершили рейды на рынках столицы. Начались они с проверки рынка на улице Дмитрия Ульянова. Особое внимание уделяется тем, кто торгует мясом, рыбой и овощами. В ходе проверки сотрудниками управления была проведена разъяснительная работа. На имя Игоря Подлесного составили административный протокол за нарушение правил торговли, а именно за реализацию товаров в неустановленном месте. Мужчина рассказал нам о том, что не ради удовольствия стоит на рынке, он просто вынужден. Я не считаю это унижением, я не ворую. Вот. Но я без пенсии, вот мне 46 лет меня на работу никуда не возьму. За 20 тысяч я не выйду. Я бывший офицер погранвойск. Ну так случилось, я 2 года не дотянул до пенсии. Вот я вынужден торговать, у меня дочка перешла в 11 класс. Местные жители неоднозначно отреагировали на то, что существуют стихийные рынки. Как где еще? Здесь близко нигде нет. Ничего, я далеко ходить не могу, поэтому. Но мне нравятся цены. У девочки больная тема. Вот с коляской, с ребенком едешь, не пройти, не проехать. 2 коляски – это уже катастрофа. Вот эти полулицы заняты, обязательно разгониться. В свою очередь, начальник департамента административно-технического контроля Юрий Бравников посоветовал гражданам не совершать покупки у таких продавцов, так как зачастую товар может быть некачественный. Таким образом, люди подвергают большой опасности здоровью своих близких. Также Юрий отметил, что такие мероприятия результативны. Стихийных торговцев становится все меньше, так как меры к ним будут ужесточаться. Что касается этих торговцев, мы предлагаем ужесточить закон. Штрафы должны быть не 5 тысяч, а 15 тысяч, а также 15 суток исправительных работ, так как они в городе своими действиями захламляют всю территорию города, там, где они находятся, то пусть сами же и убирают за собой. Целью данного выезда была не только стихийная торговля. Провели мониторинг контроля по благоустройству и санитарного состояния территории, прилегающей к рынку. Вот сейчас вот видим, то есть строительный мусор, то есть аптека производила строительные работы, и на протяжении уже 3 дней данный строительный мусор лежит. Сейчас мы зайдем в аптеку, то есть у них уточним, и, как говорится, будут приняты меры реагирования дополнительно. Сотрудникам аптеки были выданы предписания на устранение выявленных нарушений. Также, совершив выезды на другие рынки Симферополя, можно было наблюдать торговцев, которые также продают из-под полы. Увидев камеру, они скрылись. По словам Юрия Бравникова, чтобы реализовать товары открыто на улице, нужно получить разрешение на уличную торговлю. Во-первых, в открытом доступе есть все необходимые нормативные документы и перечень документов. Надо обратиться в управление торговли и бытового обслуживания населения города Симферополя, написать заявление, пройти конкурсные процедуры и выйти и торговать. На данный момент составлено 15 административных протоколов. Проверки еще продолжаются. Сабрия Халиляева, Энвер Румшевич, телеканал Миллет. Сегодня в Русском драматическом театре имени Максима Горького состоялся праздничный концерт, посвященный Дню учителя. На мероприятие съехались учителя из разных уголков Крыма. В театре присутствовали представители власти республики. Приятным сюрпризом для присутствующих зрителей и учителей стал концерт звезд российской эстрады. Подробнее смотрите в сюжете Абдуллы Ачасман.
Мероприятие началось с музыкальных выступлений, после чего председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов поздравил работников сферы образования Крыма с их профессиональным праздником – Днем Учителя, который ежегодно отмечается в России 5 октября. Владимир Константинов поблагодарил педагогов за их непростой труд и за крепкое терпение. Я сам из семьи учителей, поэтому хочу воспользоваться случаем поздравить всех с прошедшим праздником. Это действительно праздник очень важный для тех, кто посвятил свою жизнь воспитанию детей. За особые успехи в обучении и воспитании учащихся и студентов деятельность направлена на получение качественного образования. Значительный личный вклад в развитие образования в Республике Крым глава Крымского парламента вручил педагогическим и научно-педагогическим работникам Крыма свыше 25 премий Государственного совета Республики Крым в размере 32 тысячи рублей каждая. Представители сферы образования также поздравили заместитель председателя Совета министров Республики Крым Алла Пашкунова, глава Комитета Государственного совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике и спорту Владимир Бабков, министр образования Республики Крым Наталья Гончарова, министр культуры Республики Крым Арина Новосельская, председатель Общественной палаты Республики Крым Григорий Йоффе. Крыму очень нужны современные, свои Пушкины и Лермонтовы, Вернадские и Ковалевские, Гагарины и Мичурины. Давайте постараемся и сделаем это. Выступившая с поздравлениями учителям заместитель председателя Совета министров Республики Крым Алла Пашкунова пожелала педагогам крепкого здоровья, семейного счастья и благополучия. Я желаю вам, чтобы вы как можно чаще испытывали эти чувства, чтобы у вас были благодарные ученики, и чтобы из них вырастали и будущие президенты, и будущие лидеры регионов, и будущие нобелевские лауреаты, потому что все они начинают со школы. Спасибо вам, низкий поклон. Преподаватель крымско-татарского языка и литературы села Вишино Белогорского района Зарема Меджидова преподает Вишиным уже 25 лет. Вспоминает, что напутствие стать преподавателем ей дала ныне покойная ее учительница в 10 классе. И вот сегодня она стала почетным преподавателем, получив премию от председателя Государственного совета Республики Крым Владимира Константинова. На вопрос, как же быстро выучить крымско-татарский язык, она дала такой ответ. Приходят дети в 1 класс и на вопрос «тебя как зовут?» не могут дать ответ. Это очень обидно. Дети, которые сейчас приходят учиться в школу, это дети моих выпускников. Они знают свой язык. Если дома не разговаривают на крымско-татарском языке, то это сразу чувствуется. Дома нужно разговаривать на родном языке, и потом легче давать знания, и быстрее усваивается материал. Прямо с самолета на концерт прибыла советская и российская эстрадная певица, актриса Лолита Милявская. Она поздравила учителей и подарила им музыкальный подарок. Абдулла Джосман, Умер Мустафаев, телеканал Миллет. С днем рождения, учителя! Семья Аметовых, проживающая в Первомайском районе села Войково, срочно нуждается в материальной помощи. Их сыну Эмилию Аметову срочно требуется дорогостоящая операция у ребенка – гидроцефалия последней стадии. Кроме того, у семьи проблемы с жильем. 9 человек вынуждены ютиться в 2 комнатах. С семьей встретилась наш корреспондент Алимика Булаева. 14 июня в семье Аметовых был большой праздник. На свет появился их второй сын. Но вместо праздника их настигла и беда. У ребенка выявили нарушение развития и поставили диагноз гидроцефалия последней стадии. Вследствие этого голова ребенка растет в ускоренном темпе. 5-месячный Эмиль с рождения вынужден находиться под наблюдением врачей. Мать ребенка Марина Аметова рассказывает, чтобы спасти жизнь ребенку, операцию необходимо провести уже в этом месяце. Женщина просит всех неравнодушных людей помочь собрать 120 тысяч рублей на операцию, так как сама семья собрать такую сумму не имеет возможности. Мне нужна операция, чтобы сделать. Не можем собрать. В сельский совет поставили банки, но это не хватает. Операция стоит 120 тысяч. В этом месяце срочно надо уже делать, потому что головка растет. Ему надо было еще 2 месяца делать.
Никто ничего, куда только не обращались мы. Но и на этом проблемы семьи не заканчиваются. Им необходимо улучшить жилищные условия. Сейчас молодая семья с 2 детьми проживает в доме свекрови. Но и у свекрови семья большая – 4 детей. Самому младшему 1 год. Хозяйка дома Инара Аметова рассказывает, денег на достройку жилья не хватает. Поэтому все вынуждены ютиться в 2 комнатах. Особенно тяжело семье приходится в зимний период. Нет газа. Старые гниющие окна пропускают холодный ветер. Живем 9 человек в 2 комнатах. В одной комнате я сплю с сыном, с маленьким, с мужем. В другой второй сын, женатый, который с 2 детьми. А в коридорчике живут 2 сына у меня. Один на диване, один на полу. Потому что не можем ни условия себе создать, не можем заработать. Муж один работает. Работает один, уходит все мне на лекарства, на продукты. Если не хватает, то занимаю. Потом отдаем мы так. В магазине отдаем долги. В этом году, я не знаю, в прошлом году еще дрова были. Муж ходил там, тут сухие ветки собирал, топили. А в этом году у меня ни угля, ни дров. Я не знаю, на какие деньги это куплю. Даже тот газ у меня, вот я готовлю на каком-то таганке. Даже газовой плиты у меня нету. Родственники семьи Аметовых просят помочь спасти жизнь ребенка. Все живут вместе в одном доме, 9 человек. И неравнодушных, то есть кто может помочь этой семье, пожалуйста, откликнитесь, потому что ребенку нужна срочная операция. Операция не дешевая, дорогостоящая. Перечислить или передать средства для спасения жизни 5-месячного Эмиля Аметова можно по адресу: Первомайский район, село Войково, улица Ленина, дом 36. Алимия Кайбулаева, Эдем Исмаилов, телеканал Миллет. В Крымско-татарской библиотеке имени Исмаила Гаспринского состоялся вечер чествования Оджаларха Темена, приуроченный ко Всемирному дню учителя. На мероприятии собрались преподаватели, работающие в средних и высших учебных заведениях Крыма. Действительно, настоящих героев наших дней собрал читальный зал библиотеки имени Исмаила Гаспринского. Грамотные профессионалы по призванию, учителя с большой буквы. Они усердно трудились и трудятся каждый день в стенах учебных заведений, передавая своим ученикам знания и умения. В нашей семье все преподаватели – мама, бабушка, тети. Я также пошла по этим стопам. Мой дедушка закончил учебное заведение Занджерле медресе. Я хочу прежде всего обратиться к родителям. Говорите и прививайте любовь к родному языку и воспитывайте детей достойно. Сотрудниками библиотеки была организована книжно-документальная выставка и показана фотопрезентация «Белле Оджаларабызны хатырлап», вспоминая наших известных педагогов. Участникам вечера также был представлен библиографический указатель Оджалар «Педагоги» о крымско-татарских педагогов XX века. К мероприятию в библиотеке и сотрудникам библиотеки подготовлена выставка, которая посвящена известным преподавателям, ушедшим уже из жизни. Это преподаватели еще со времен Исмаила Гаспринского, это и Исмаил Гаспринский, и преподаватели, которые работали в области крымстарского образования в довоенное время, во время депортации и уже здесь, в Крыму. Отдельно представлена выставка архива или сектора архивных материалов, на который представлены учебники, которые издавались во времена еще Гаспринского, в типографии Гаспринского. То есть это учебники, которые выходили, так скажем, с 1883 года и до 1944 года. Кульминацией мероприятия стало выступление народных песен и танцев артистов фольклорного ансамбля «Крым». Мавилея Юб-Дмитриевой, телеканал Миллет. В Крыму состоялись матчи 1/8 финала Кубка Крымского футбольного союза. Одним из таких матчей прошел на стадионе «Дружба» в Бахчисарае. Подробности знает наш корреспондент Султане Меджид. Согласно регламенту турнира, любительские клубы Крыма должны были стать хозяевами поля. Поэтому любительский футбольный клуб «Хызылташ» принял команду Суперлиги «Керченский океан» на стадионе «Дружба» в Бахчисарае. Главный тренер футбольного клуба «Хызылташ» считает, что перспектива у команды есть. И «Хызылташ», несмотря ни на что, будет идти вперед. Я думаю, что если бы не было перспектив, мы здесь не собирались. Однозначно есть перспектива, однозначно мы будем двигаться вперед, мы будем двигаться дальше, несмотря на сегодняшний результат, положительный, отрицательный для нас. Но на данный момент мы обязательно будем двигаться вперед, и только вперед. Поддержать первый крымско-татарский футбольный клуб приехал заместитель главы администрации города Саки Шериф Усманов. Приехали в очередной раз поддержать народную команду «Хызылташ». ИСАК с группой поддержки. Мы постараемся не пропускать матчи, болеем за нашу команду. Сегодня кубковая игра.
с командой из премьер-лиги, то есть достаточно сильный соперник. Желаю команде нашей, чтобы она победила и сегодня, и в будущих играх. И побольше, конечно, хотелось бы, чтобы на трибунах было болельщиков, болели за народную команду. Игрок футбольного клуба «Хазылташ» Арфан Халилов отметил, что команда соперника была сильной и выразил благодарность всем, кто пришел на матч. Проиграли, тяжелая игра была, хороший соперник, 3-0 проиграли. Ну, думаю, что в скором будущем будем занимать первые строчки таблицы, будем выигрывать, все будет у нас хорошо. Спасибо всем людям, которые причастны к созданию этой команды. Ну и всем тем, кто поддерживает, болельщикам нашим в первую очередь. Играем ради них. Игроки футбольного клуба «Хазылташ», несмотря на поражение, не опускают рук. Они надеются на лучшие результаты в будущем. Султания Меджид, Энвер Руншевич, телеканал «Милет». В Симферополе состоялось торжественное открытие 37-го всероссийского соревнования по боксу класса А памяти двукратного чемпиона Европы, 16-кратного чемпиона Испании, заслуженного тренера СССР Педро Саеса Бенедикта, который подготовил не один десяток мастеров спорта, в том числе и крымских. Подробнее в следующем сюжете. Соревнование организовано при поддержке Совета министров, Министерства спорта и Федерации бокса Республики Крым. Турнир собрал более 100 сильных боксеров от 18 лет. Среди боксеров – спортсмены из Крыма, Москвы, Краснодарского края, Республики Дагестан, Самары, Чеченской Республики и других регионов России. Победителям 4 весовых категорий будет присвоено звание мастера спорта. Первые шаги на этом турнире эти молодые боксеры сделали с перспективой. Кстати, на этом турнире участвовали очень многие участники Олимпийских игр, в том числе и наш знаменитый Александр Усик, который Олимпийские игры был в Лондоне выиграл, и который в этом году стал чемпионом мира среди профессионалов. Так что у нас через этот турнир прошли многие великие боксеры Восточной Европы, и Украины, России. Для всех собравшихся была показана кинохроника о спортивной жизни Педро Саеса Бенедикта. В 1939 году он из Испании эмигрировал в Советский Союз. После освобождения Крыма переехал на полуостров. В Крыму Бенедикта работал тренером в спортивном обществе «Спартак». Потомки Педро Саеса Бенедикта до сих пор живут в Симферополе. По традиции они награждают победителей турнира, который проводится в память об их выдающемся родственнике. Моего дедушки старшая дочь Пакита. Это моя мать. Насколько я помню, когда был малышом, это был, замещал и маму, и папу, и требовательный был к себе и к родственникам. А уже как тренер на работе он совсем другой человек был. Он был требователь, но был в тот же момент и мягким человеком. Его слушались, уважали ребята. Духовный оркестр 126-й отдельной бригады войск береговой обороны Вооруженных сил России порадовал своим выступлением всех присутствующих. Уже несколько лет мемориал Педро Саеса Бенедикта является турниром высшей категории А, что означает, что его победители получат звание мастеров спорта международного класса. Среди его воспитанников крымчан – чемпионы и призеры Кубка СССР, первенства СССР, чемпионы России и других соревнований. Турнир продлится до 8 октября. София Шукурова, Аким Бекиров, телеканал «Милет». На этом наш выпуск завершается. Увидимся с вами завтра. Оставайтесь с нашим телеканалом. Впереди еще много интересного. Приятного вечера.